Kakadjan Achilov. Born in 1946, Kakadjan Achilov became a prominent figure in the political and social life of Turkmenistan. He received his education from the Agricultural Institute as a mechanical engineer. In 1993 and 1994, Achilov was the Minister of Transportation of Turkmenistan. Aside from being heavily involved in the political life of his country, Achilov enthusiastically supported members of Turkmen intelligentsia, who became his close friends. Когда начинается разговор о Турду-Байрамове, я всегда начинаю думать о том, что когда же начался наше знакомство, с чего оно началось, в каких обстоятельствах, в какой ситуации. И я начинаю думать, это было уже более 20 лет, а конкретно, наверное, 22-23 года прошло. И, конечно, память никогда не стирается, и самое главное, вспоминать о нем мне всегда дает удовольствие. Это было давно, как я уже сказал, в поселке Фирюза, мы семейно отдыхали. И мне кажется, что наши семьи раньше познакомились между собой, чем мы с другом. И я всегда прихожу к тому мнению, когда это семейная дружба, семейное отношение, оно всегда крепкое. И вот наше знакомство, вот, когда начался, он как-то мне сказал: Какаджан, ну давай время подбери, садись, я буду тебя рисовать. Честно говоря, у меня такого желания большого, что портрет, да что это такое-то. Ну, это же говорит Дурды, как мне в него отказать? И он стал мне рисовать. Посадил меня, как надо, в ракурс. Долго не занимался и стал рисовать. Он рисует, я смотрю, как он это рисует. Обращаю внимание, как у него лицо, мимика меняется. Я думаю, что такое вот, ну, рисует, да рисует, да что же такое? И самое главное, удивил меня он, когда рисовал, как будто несет такую большую тяжесть, груз, глубоко вздыхал. Я думаю, что он мучается. Человек вроде вот смотрю и мучается, рисует и мучается, работает, мучается. Это я потом только понял, когда я стал к нему ходить в мастерскую, в художественном фонде у него, тогдашней Первомайской улице, по-моему, на втором этаже его мастерской. Я часто туда ходил, я любил туда ходить, в эту мастерскую. У него в этой мастерской всегда, ну, не буду, наверное, лишнее это будет не сказано, когда туда заходил, я все остальное забывал, и мы начали говорить об искусстве, о таланте, о жизни, вообще философстве. Он быстренько сделал, кофе делал, все. И как-то, не знаю, может быть, он заранее готовился или не готовился, тут же собирались люди, художники, вот я помнил моменты, вот другие, и начался свободный такой разговор о таланте, о искусстве и все. А я невольно обращал внимание, что же у него там в мастерской. Там большая мастерская по тем масштабам-то, может быть, ему этого мастерской не хватало, этой площади, потому что у него работы много было, масштаба больше было. И среди них я обратил внимание мой портрет. Он в рамке очень хорошо. Я так посмотрел, когда я на себя. Это, наверное, сколько у меня фотографий разных, в жизни у человека разных бывает, но эта фотография сразу мне понравился. Почему? Потому что я тогда понял, как он трудился тогда, когда рисовал. Когда вдохновением, откуда он берет это все вдохновение? Наверное, в его вздохах, что ли, было, когда он рисовал. Этот портрет мне самому говорил, он живой был. И, наверное, не только мой портрет. Я вот, чье портрет он рисовал, пускай обращают внимание, пусть еще раз посмотрят. Ведь его все портреты, они все говорят, они живые. И вот как будто он сейчас что-нибудь скажет, этот портрет. И самое интересное для меня это так, что вы даже знаете, на какую тему этот портрет будет сейчас говорить. Вот я так его воспринимаю сейчас. Вот где был его талант скрытый. Он может об этом сам догадываться или не догадываться, но это вот я, например, так воспринимаю. Это было вот такое. Я говорю, другу, дай мне мой портрет. Он говорит, не дам. Даже не слушает, повернулся, ушел. Я говорю, ну для чего ты это все делаешь?
Ну что ты рисуешь чужой пол? И он тихо, мирно сказал, для народа. Он сказал, для народа. И сейчас до меня доходит, вот его выставки, все. Если бы я взял свой портрет и ушел, ну что, мои дети, семья бы видели. А сейчас он на выставках, весь народ видит. И все остальное произведено. Он все то, что рисовал, оставил своему народу. И в этом было, наверное, один из его положительных, величайших сторон. Durdi Bayramov created this portrait of Kakajan Achilov in 1994. It is currently preserved at the Bayramov Museum in Toronto. Мы последний раз были на юбилее на 70-летие Дура Халмамедова в Бахардене ездили. И так получился он, я, Аман Агаджиков, Атаджан Даган в одной машине. И по пути разговаривали. И в Бахардене при встрече он там выступал. Да. И обратно вместе. Очень много. Почти целый день мы вместе были. Это была моя последняя встреча с ним, к сожалению. Да, прошло тоже уже немало времени. Обидно, жалко. Но сейчас я просто, мне удовлетворение, что семья, хорошая семья, вот, все члены, они с уважением к нашей семье относятся. Конечно, много времени ушло уже, вот, но его дело, его произведение живет. Вот такие люди, как Дурды Байрамов, как Баба Ананов, как вот, Хаджагулы, многие-многие другие, которые, ну, народ делает народом. Я не хочу вот это все, но они нужны нам, чтобы поднять. И в том числе, вот в этом числе и Дурды там. Это Бейт Мердане Эрнер. Это мощь. И они даже уходя с этой жизни, они продолжают жить и делать свое дело. И дело очень благодарное и нужное, необходимое. И тем более, когда уже вот страна наша живет уже в независимости, что это нуждаемся в таких людях. Я уверен, что еще много величайших людей талантов будут, но это для нас большое наследство и большой урок, и большой пример. Надо уважать людей, которые любят трудиться. И во имя своего народа, во имя своей страны. Я, Дурды, считаю, он трудился всю жизнь над этим. Это первое. Второе, ну, человеку должно быть дано. Но то, что дано, как мы говорим, любим, свыше, именно дать, опять-таки повторяю, своему народу, своей стране. Он один из величайших людей, я даже не говорю, он художник, писатель, но как человек. Его образ, его труды, то, что он сделал, он оставил след, хороший след, и это будет долго-долго еще, потому что такие люди просто так не забываются. И вот сейчас сказать, я не стесняюсь этого слова, он для нас и Рафаэль, и Микеланджело, и Брюлёв, и что хочешь, потому что он умел это делать. Он был в состоянии, и у него была возможность. Так что, говорят, еще хочу сказать, вот время Ренессанса западного, там европейского Ренессанса, 14-15 век, Возрождение, говорят, выявляет своих титанов, гигантов. Вот время наше, видимо, такой гигант для нас тоже Дурды. Вот именно во время Возрождения появился Микеланджело, Рафаэль, Брюлёв, и вот это время Возрождения появился у нас тоже свой гигант Дурды. Я ни на йоту не снижаю его уровня, потому что это действительно для нас все.